Мы продолжаем серию наших разговоров, интервью по поводу недвижимости в США. Марина, пожалуйста, представься. Меня зовут Марина Соло, я живу в Америке с 95 года, занимаюсь недвижимостью, mostly commercial недвижимостью, то есть у меня очень большой опыт. Меня зовут Евгения Зарубин, я работаю в недвижимости около 5 лет, 3 года работала в Европе и уже 2 года в Америке, в Майами. Сегодня мы поговорим об общих вопросах по недвижимости в США. Марин, расскажи, пожалуйста, как свои ощущения по поводу рынка, что сейчас происходит на рынке и какие изменения рынок претерпел с периода кризиса 2008 года и по сейчас? Что я наблюдаю, что мы уже вышли из кризиса, то есть каждый штат процветает. Допустим, Флорида, мы, по-моему, цены возросли 40%. По сравнению с 2008 годом? Да, по сравнению с 2008-2009 год. То есть сейчас во Флориде цены не на уровне, где они были в 2006 году, но я думаю, что, может быть, в следующем году это будет. Какие штаты самые привлекательные для инвесторов в недвижимость в США? То есть какие города, может быть, самые лучшие для инвесторов считаются? Я считаю, что это в зависимости, что они хотят. Допустим, инвестор, который хочет заработать деньги быстро, но взять риск на экономи, то тогда штаты, я бы сказала, South Florida, Майами, Нью-Йорк, Калифорния. Если инвестор хочет разбогатеть медленно, как Уоррен Баффет говорит, то тогда я бы сказала, что штаты, допустим, Texas, North, South Carolina, то есть штаты, которые более рабочий класс. Цены поднимаются там немножко медленнее, но заработок намного стабильнее, чем, как я сказала, South Florida, Нью-Йорк, Калифорния. Хорошо, а какие инвесторы, иностранные либо местные инвесторы инвестируют, например, во Флориду и Нью-Йорк? Я считаю, что в основном инвестируют иностранцы. Да, иностранцы. Во-первых, это то, что они знают, то, что популярно. Все знают Нью-Йорк, все знают Майами, все знают Лос-Анджелес, то есть они туда инвестируют. И поэтому, кстати, по этой причине цены растут намного быстрее. То есть это закон demand and supply. Как это по-русски demand and supply? То есть недвижимость растет выше, быстрее, потому что больше людей требует. Да, предложение. Окей. Еще такой вопрос возникает, местные инвесторы, они куда предпочитают вкладывать? То есть не будем брать иностранцев, а именно американцы, куда они, в какие, скажем так, объекты недвижимости они предпочитают вкладывать? Почему? Американцы, они вообще по натуре консерватив, то есть они считают, что давайте богатеть медленно, но с меньшим риском. Стабильно, да, меньше риск. Они хотят покупать, допустим, жилые дома со стабильным доходом, квартирные дома, как мы разговаривали, там 100 квартир в доме, там 200 квартир в доме, они получают там 6-7% в год, и это очень стабильно, то есть это не меняется, и они этим довольны. То есть когда этот проект продается, они получают еще какие-то проценты, и то есть 12-15% в год всего получается. Американцы считают, что это, как сказать по-русски, выше крыши. Ясно. Но насколько я знаю, как правильно ты сказала, инвестировать, конечно, выгодно в доходные дома. Это о том, что сейчас Марина говорила, это мультифэмили, здание, где полностью здание сдается в аренду. Да. Еще есть студенческие общежития, правильно? Да, студенческие общежития очень популярны. То есть недостаток от студенческих квартир. То есть студенты идут в университет, и тем более если с богатых семей, то они хотят жить в хороших состояниях. И это очень выгодно. То есть, я думаю, что даже русские инвесторы, и русские
люди, кто отправил своих детей учиться, они знают эту проблему, что очень сложно найти хорошее жилье для детей. Да. Поэтому, конечно, инвестирование в студенческие общежития сейчас очень популярно и востребовано здесь на рынке. Что еще? Еще есть дома пенсионеров, дома престарелых, правильно? Да, assistant living. Ну, то есть сейчас, кстати, по статистике 10 тысяч в день людей в Америке, им становится 65 лет. То есть дома престарелых у нас очень недостает. И инвесторы это начинают понимать и начинают строить. Кстати, некоторые квартирные дома они начинают превращать в дома престарелых. То есть это тоже, это очень хороший бизнес. И еще один из типов таких объектов недвижимости – это мобильные дома. Расскажи, пожалуйста, что это такое, потому что это очень интересный вид недвижимости, в который можно инвестировать. И здесь, в Америке, они существуют достаточно давно, с 70-х, 80-х годов, что, например, в России такого вообще нет. Да, очень интересный бизнес, кстати. Ну, во-первых, статистика, да, бедные люди беднеют. И, то есть, класс бедных людей расширяется очень быстро. То есть люди, которые арендуют квартиры, платят, допустим, $1000 в месяц, да, статистикой. Они уходят на пенсию, и они не могут $1000 больше платить. Они не могут себе позволить. Они не могут позволить, допустим, они могут позволить 500. Что им делать? Значит, что здесь происходит? Инвестор покупает землю и сдает маленькие участки людям, которые покупают мобильные дома. Мобильные дома это как бы, как сказать, трейлер, да? Да, трейлеры, да. И они, в принципе, привозят эти трейлеры, они, значит, подсоединяют ко всем коммуникациям, и они платят $350 в месяц за этот маленький участок земли. То есть это как аренда получается. Да, это как аренда. И, в принципе, ты как инвестор, ты владеешь землей. Тебе не важно, что происходит с этими трейлерами, они платят свои utilities, там свет, это коммунальные расходы. Да, и так далее. И получается, что это очень легко руководить, потому что ты руководишь землей, и это очень большой доход. У меня, кстати, друг был, который здесь был во Флориде, он занимался жилыми домами до 6-го года. И он потом обнаружил про этот бизнес, Mobile Parks. Он все продал, переехал в Норт-Каролайна, и он сейчас владеет 32 парком. У него, значит, он получает в год более 6 миллионов.